получился на славу. Строили его в течение нескольких лет. Началась война, да, Великая Отечественная, стройка не прекращалась. И вот в 1943 году легендарный цирк открыл двери зрителям и получился колонны, да, портик украшал цирк, был таким настоящей достопримечательностью города, одним из памятников архитектуры. И первое представление цирка состоялось в 1943 году для солдат местных госпиталей. Вот, и зрителями были сами же строители, которые участвовали в цирке. Иногда пишут, что будто бы пленные немцы строили цирк. На самом деле это не совсем так, потому что пленных немцев в Ижевске в то время еще не было. 40-е годы, то есть они появились уже после войны. Да, и принимали участие местные строители. Легендарный дрессировщик, который обучил медведя Гошу более 40 трюков. Это самый обучаемый в мире медведь был на тот период. Он ездил и в Японию, в США, и во Франции, снимался в фильмах, десятки кинокартин, где принимал участие медведь Гоша. Управлял мотоциклом, как вот здесь изображено. Для него специально на мотопроизводстве на заводе Жмаш изготовили цирковые династии, которые здесь выступали, да, и в старом цирке, и еще в позапрошлом цирке. То есть много всего можно здесь вспоминать и рассказывать. Но у нас не столько цирка сегодня, сколько Сенной площади, Сенному рынку посвящена экскурсия. Вот здесь мы можем обратить внимание, еще один символ цирка — это клоун. Еще раз напомню, купца Оглоблина, то есть гостиница, да, можно сказать, где также давали помещения под торжественные мероприятия. А потом там был жилой дом, то есть это были квартиры различные. Там была одно время даже типография располагалась, еще в гражданскую войну. Оглобленных и даже в Ижевске есть. И однажды на одной, значит, в комментариях мы снимали видео на телеканале ТНТ «Новый регион», там про дом Оглобленный как раз развенчивали миф, что в борделе здесь не было публичного дома. И в комментариях как раз потомки Оглобленных, как выяснилось впоследствии, написали: спасибо вам за информацию, что вы разоблачили, сняли репутацию с этого дома и сняли проклятие с нашего рода. Вот так вот они ответили, мы потом встретились, даже познакомились с ними. Это уже праправнучки, которые живут, одна в Петербурге, другая в Ижевске. Фамилии, конечно, уже совсем другие там из Оглобленных, потому что по женской линии шло родство, но тем не менее вот такая история. Здесь же в 1927 году в этом доме открыли первый детский сад в Ижевске, который проработал здесь более полувека. Вот, и многие дети ходили сюда, то есть полвека назад здесь можно было услышать детские голоса, игры, детская площадка, павильоны, которые окружали эту территорию, прилегали к ней. Ну и, конечно, дети жили буквально, ну как, жили, да, проводили время в детском саду. Это было уничтожено на территории под возведение, конечно, новых современных объектов. Так что площадь меняла свой облик, и прилегающие дома тоже исчезали, появлялись вновь какие-то здания. Но вообще-то площадь была освоена людьми более 200 лет назад. Изначально домов здесь не было. Когда началось строительство Ижевского оружейного завода, руководство завода поняли, что нужно строить лазарет, нужно строить госпиталь, где лечить людей, потому что климат здесь очень суровый на тот период был. Люди часто болели, тем более никакой охраны труда не было, врачей было не так много. И для восстановления здоровья рабочих здесь на южной части Ижевского завода, в юго-восточной части, построили госпиталь. Тогда здесь был сосновый бор, то есть здесь росли сосны, деревья. Кстати, дышалось очень легко, свежо здесь. И вот часть деревьев вырубили, и среди них построили госпиталь. Несколько палат было, несколько корпусов, которые стояли друг за другом. И как раз на месте цирка, и чуть ниже, вот там, где рынок, сейчас стояли в ряд вот эти вот корпуса, лазареты, госпиталя в классическом стиле. Их автором этого проекта был наш легендарный зодчий Семен Емельянович Дудин. Сейчас я покажу такой небольшой эскиз этого госпиталя. Понятно, что никаких фотографий не сохранилось, потому что это 19 век. В середине века госпиталь сгорел, в 60-е годы. Уже остальные здания ветхие были в тот период, то есть они полвека примерно простояли. Затем на их месте возвели госпитальное. Кстати, вот старожилы ее очень долго так называли. Туда вверх по улице, ближе к Михайловскому собору.
ну, на той площади, где Михайловский собор. И последние корпуса снесли в 2015 году, совсем недавно, вот в той верхней части. Ну а здесь вместо госпиталя расположился как раз сенной рынок, сенной базар. И люди здесь торговали сеном и не только. Торговали строительными материалами, можно было приобрести кирпичи, гвозди, керосин. Была керосиновая лавка, кирпичное здание, пожаробезопасность. Ну и вот что можно было еще приобрести здесь, на базаре. Кустарные деревянные изделия бытового назначения, которые возили сюда сельские кустари и ремесленники. Привозили со всей Вятской губернии. Свой мир был. Ну и автовокзал, да, вот смотрите, вот эта территория тоже была частью госпиталя когда-то. В 1964 году здесь построили по типовому проекту здание автовокзала. До этого автовокзальную роспись, да, и вот мужчина стоит с символом транспорта, кстати, это символ автобусного движения. В руках он держит, да, как будто колесо с шестеренкой, и вот в руке он держит молоток, которым он демонтирует, чинит эту технику, и вот такой рабочий фартук на нем. Интересная работа, да, тоже это украшение и характерный элемент эпохи. Вот тут художники из объединения Bright Light, ижевские художники наши молодые изобразили желтую подводную лодку, символ группы Beatles. Связано. В Ижевске вообще довольно много поклонников, как и по всему миру, фанатов Beatles, Битлов. Здесь даже есть целый музей, правда частный, небольшой такой музей Битлов в Ижевске находится. Вот их участвуют в различных фестивалях, каверов исполняют, и решили сделать на заказ, как-то украсить вот эту территорию, и взяли стену вот эту и расписали ее. Удачно вписались вот эти вот окошки круглые в виде иллюминаторов. То есть очень удачно подошло это. И вот желтая подводная лодка, которая, кстати, посвящен целый мультфильм, да, кто не смотрел, посмотрите, группа Beatles целый альбом есть одноименный, где вот как раз она является главным героем. Так что здесь у нас вот такой уголок дипломанов в Ижевске представлен. Ночной базар закрылся нижний, то есть многие другие осенной продолжают существовать. И даже восточный рынок уже наладан дышит, там уже всякие просто торговые центры. А здесь все равно кипит бойкая торговля, как будто атмосфера здесь остается такая, была и раньше. Конечно, меняется состав товаров, меняются лица, но сам дух этого места остается прежний. Это одно из таких этнографических мест, куда можно приходить, погружаться словно вот 100 лет назад. Действительно. Цыган можно также здесь встретить с таким же успехом, что были прежде. Вот видите, елочка здесь стоит. Все равно сейчас как-то пытаются поддерживать, да, благоустройство. Раньше были, конечно, деревянные павильоны, сейчас какие-то металлические стоят. А еще здесь в 1920 году впервые устроили футбольное поле. Называлась площадь спорта в это время. Здесь взяли торговые павильоны с одной стороны, с другой поставили ворота. И две команды было. Значит, были местные футболисты. В 1920 году создали две футбольных команды. Представляете, гражданская война еще идет в стране, да? Еще вчера в Ижевске гремели пушки, а сегодня уже люди играют в футбол. Свою атмосферу, вот, чтобы почувствовать, что такое Ижевск, нужно куда сходить. Первое — это пруд, потому что там рыбаки собираются, там люди ходят, это завод, это исторический центр, это сенной рынок, одно из таких аутентичных мест, это баня, конечно, вот баня в Строителе, недавно мы ходили туда на днях, смотрели, там за 20 лет ничего не поменялось. Там вот очень атмосферно по-своему, и говорят, даже за 50 лет ничего сильно не изменилось. Вот. Ну и еще и некоторые такие места, которые вот всегда сохраняли свою самобытность. Вот смотрите, мы вышли с вами на улицу Свободы, она идет параллельно Красноармейской и была 7-й по счету улицы в Ижевске, так она и называлась, 7-я улица. В 60-х годах здесь носят деревянную дому, вот такая вывеска темно-синего цвета и логотип ИЖ. Марка ИЖ — это значит дом для завода Ижмаш, для работников предприятия. Вот характерный элемент. Завода Ижмаш уже нет, а вывески остались, так что это тоже уже исторический элемент. Вот в купеческих домах, в усадьбах, каких-то старых школах. И вот в 20-е годы во время НЭПа организует школьный строительный комитет в Ижевске, на средства которого начинают возводить школьные здания.
ну, 3 здания как минимум было построено за счет этого комитета. Первой школой как раз и стала вот эта школа. Школа имени Свобода, так она называлась. Носила она одно время номер 1. Это была первая школа, образцово-показательная, где в 20-х годах училось почти 800 человек в школе. Представляете? 792 человека было в первом потоке учащихся. Директором школы была Ксения Михайловна Ившина, легендарная учительница, которая 40 лет проработала на поприще педагогики, оставила множество учеников, ну так сказать, наследников. При закладке школы использовали дореволюционную традицию православную. Только вместо монеток, которые в основании, и каких-то мощевиков святых, туда закладывали пятиконечные звезды. В основании школы провели настоящий языческий ритуал. Сочетание советской власти, революционных традиций, язычества и православия в одном котле. То есть в основании школы до сих пор лежат звезды. Ну и, соответственно, школа получилась просторная, огромная. Правда, строили очень быстро, и нужно было доделать ремонт. Еще в 20-е годы были трудности. Одна из первых пионерских отрядов, пионерских дружин организовалась здесь на базе школы, а через год, в 25-м году, построили точно такую же школу в Зарике. Вот, она аналогична по архитектуре. Автор обоих зданий, архитектор Григорий Федорович Сенатов, выдающийся зодчий, который прибыл сюда еще до революции, работал при заводе, а в 20-е возводил гражданские объекты. Самым известным его памятником, кроме школы, является мемориал героям революции и гражданской войны на Красной площади. Здесь, в Ижевске, естественно. Ну, а само здание выполнено в переходном стиле от классицизма к модерну. Такое очень необычное для нашей местности. Некоторые даже отсылают к английской архитектуре начала 20 века, рабочих окраин Лондона. Там нечто подобное можно встретить 100 лет назад было и больше. Вот. Ну и в то время, когда здесь были деревянные дома, школа возвышалась как дворец над всем этим деревянным царством. Это был настоящий такой дворец. Естественно, чтобы строить, здесь убрали несколько домов, которые стояли вдоль улицы Карла Липкнехта, Мокрицовского переулка, и со стороны улицы Свободы тоже вот здесь вот с этой стороны тоже убрали дом. А напротив школы, вот туда вот вглубь, где сейчас Ростик находится, там дома стоят, уходила улица с необычным для Ижевска названием. Если у нас были номерные названия 6-я, 7-я, 8-я, то между 6-й и 7-й была улица Потерянная. Она номера своего не носила, она так и называлась Потерянная улица. И после революции ее назвали Промышленная, а потом она получила название улица Жечева. Она до сих пор есть на болоте, в сторону Воткинской линии. Небольшая улочка сейчас сохранилась. Вот это и есть бывшая Потерянная улица. То есть она между 6-й и 7-й. 6-я с половиной как бы.